В Ингушском онкодиспансере рассматривают вопрос о реорганизации паллиативного отделения. Новость появилась в социальных сетях и вызвала недовольство многих. Впрочем, дезинформация там оказалась больше. По заявлению новостных пабликов, после закрытия отделения 11 тяжелобольных пациентов окажутся без внимания врачей, а для получения медпомощи им придется обращаться в соседние регионы. В онкодиспансере пояснили, отделение не реорганизуют, его планируют объединить с химиотерапевтическим. Дополнительно вот этот приказ, который мы сделали, он направлен в наш Минздрав, в наше Министерство здравоохранения. И с Министерством здравоохранения он находится сейчас на стадии обсуждения и решения вопроса. Эти приказы никоим образом, как прописано в этих текстах, не коснутся на качестве оказываемой медицинской помощи. То есть никакого объединения с пациентами паллиативной помощи и пациентами отделения химиотерапии не будет. Они не будут лежать в объединенных койках, на объединенных койках. Паллиативный пациент будет лежать в своей отдельной палате, на своей отдельной койке вместе со своим ухаживающим. Каждая койка остается ровно в той палате, в которой она была до этого приказа. Медицинская помощь оказывается ровно в той же степени, которую оказывалась. То есть препараты точно так же будут отдельно для паллиативных пациентов, они будут отдельно для химиотерапевтических пациентов. Данный приказ сделан для оптимизации онкологической службы и приведения этой службы в соответствии со 116-м федеральным приказом Российской Федерации. То есть паллиативное отделение должно быть в диспансерах, где количество коек больше 250. На данный момент в нашем республиканском онкологическом диспансере количество коек 113. То есть мы идем, вот это отделение было в нарушении федерального приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации. Последствия от этого приказа будет только сокращение двух ставок. Это ставки заведующего и ставку старшей медицинской сестры. И для обеспечения их работы этим специалистам предложена должность врача, чтобы они оказывали медицинскую помощь нашим пациентам в той же степени, в которой оказывали раньше. Далее, что даст это нам? Экономия средств более 1 миллиона рублей. Учитывая нехватку денежных средств, большой дефицит денежных средств для покупки химиотерапевтических препаратов практически в большинстве субъектов Российской Федерации, эта небольшая сумма поможет нам обеспечить на год 1-2 пациентов химиотерапии.